Разгада салям, всем привет! Вы на канале YouTube Татарочки, меня зовут Алсу Хафиз, за камерой Айнур Ахметов. Исян миссис Дуслар. Это вторая часть видео, и в этой части видео мы поговорим про народы Саха, Афшары, Карачаевцы и Тувинцы. YouTube Татарочки. Уруй Айхал. Знаешь, что это значит? Уруй Айхал? Да. Это, Нам в комментариях часто пишут Уруй Айхал. Это приветствие одного из тюркских народов. Ага. Кто-то знает этот народ под названием якуты, но мы будем с этого момента их называть сахалар или саха. Их, по разным оценкам, около 500 000. Живут они на территории современной Якутии. Это самый крупный коренной народ в Сибири на территории РФ. И что интересно, у народа Саха есть Всемирный конгресс. Как ты думаешь, где находится их штаб-квартира? В России или не в России? Нет. Не в России, Нет. да? Ну, давай, назови какую-нибудь страну, которая первой тебе приходит на ум. Где бы она могла быть? Нью-Йорк. Да? Ты знал? Ну, нет, я просто подумал о том, что в татары же тоже хотели делать конгресс не вне России. Угу. И я помню, что там был Нью-Йорк фигурировал. Ну вот у народа Саха это получилось. Государственный язык, он на территории Республики Якутия Саха, якутский язык государственный. Для этого языка в тюркской группе языков есть отдельная ветвь. И в этой ветви больше нет языков. Подожди, а какая там ветвь? Якутская. Якутская просто. Угу. Якутский язык отличается от прочих тюркских языков, потому что там есть лексика, как пишут в научных трудах, неясного происхождения. Скорее всего, монгольского. Естественно, языка совсем не коснулась арабизация или там персидских заимствований тоже нету в этом языке. Да, просто потому что они далеко, и потому что это народ, который не исповедует ислам. Мы вот редко говорим о религии, потому что в большинстве своем тюрки все-таки мусульмане, сунниты или шииты. Но когда это какая-то другая религия, мы об этом говорим отдельно. Вот так, например, было с чувашами. Чуваши. Кстати, по поводу чуваши и якутов, Саха. Саха. Я был на фестивале тюркской молодежи, и там были Сахалар и Чувашлар, и они как раз рассказывали друг другу свои религии, да, то есть, это вот, видимо, какие-то потомки тенгрианства, да. И они очень, заметили, типа, что очень похожи, да. Вот, и мне тоже было интересно, что вообще какие-то с двух разных краев вот так подошли и такие, ого, типа. Да, и, кстати, история с христианизацией тоже примерно такая же, просто у чуваш все-таки пока больше людей остается в православии, в христианизации, а Сахаларда уже и имена практически забываются, вот эти вот кириллические, греческие, да, они все больше возвращаются к своим именам. И, кстати, про имена, личные имена, вот которые именно традиционные, которые вот на якутском языке, Сахаталинда, они очень красивые. Они очень красиво звучат, и, что интересно, они означают конкретный предмет. Солнце, цветок, воздух, вот так вот они называют детей. Мне кажется, очень круто. Говоря о якутском языке, нужно обязательно, я думаю, мне так кажется, упомянуть эпос Олонхо. Он признан ЮНЕСКО как нематериальное наследие. И вот некоторые интересные факты о языке. Отсутствуют шипящие согласные. Представляешь? Типа шище? Угу. В русских языках сочетание согласных тоже трудно сахаларга произносить, и они так же, как и татары, между сочетанием согласных звуков вставляют гласные. Например, бригада – биригеде, книга – кинига. В принципе, нам по-татарски вообще. Да? Ударения также падают на последний слог, также нет родов. С алфавитом есть прикольная тема. Первый алфавит, который был для языка создан, он так и называется, алфавит Новгородова по имени того, кто он создавал. Там он создан на основе синтеза кириллической и латинской графики. Такой, очень симпатично смотрится. Потом была латиница, и сейчас у них кириллица. И есть знаки, которые, нам не знакомы, они вот только в якутском языке используются. И есть много слов, где есть удвоенные гласные или удвоенные согласные.
Это тоже такая особенность языка. Название народа. Это то, о чем нам часто пишут в комментариях, если у нас где-то появляются якуты, нам пишут не якуты, сахалар. Вот с этого момента забываем слово якуты, хотя это очень привычно и трудно перестроиться на сахалар, но мы сделаем это. Саха в переводе с якутского это солнце, это белый, и вообще солнце это главный элемент, основной элемент национальной культуры, и даже на флаге республики тоже изображено солнце. Еще есть такой термин, как якутяне. Ты что-нибудь слышал про якутян, Айнур? Якутяночка моя. Якутяне — это этнографическая группа русских. Это потомки первых русских переселенцев в Сибири. Они туда переселились в XVIII веке и смешались с местными народами, с народами саха. Переходим к известным представителям саха. Кого ты знаешь? Сардана Аксентьева. Авксентьева. Сардана Авксентьева, да. Она была главой Якутска. Сейчас она стала депутатом Государственной Думы. Да, она нам нравилась, но потом у нас появились к ней вопросики. Вообще, у них же кинематография очень хорошо развита. У них есть свой онлайн-кинотеатр, я на него даже заходил, и... Короче, они прям какой-то движ у них классный в плане кино. Да, вот те, кто вот живут вот там, в той стране, вот буряты, якуты, сахалар, у них прям вот, очень развито это движение, не знаю, с чем это связано. На самом деле, пришло время открыть тайну. Я обожаю этот народ. Мне очень нравится музыка. Я одно время была подписана прям плотно на блогеров, которые на своем родном языке даже вещают. Вот реально, я смотрела их прямые эфиры и пыталась услышать знакомые слова. Среди них были в основном русские слова. Мне, например, очень нравится творчество Юлианы Кривошапкиной, возможно, вы ее знаете. Елена Подлужная тоже, они обе хомусистки. Юлиана даже приезжала сюда, в Казани, она выступала, я была на этом концерте, она с оркестром здесь, у нее было пару номеров, в сборном концерте. Еще нужно сказать про Степаниду и Андрея Борисова. Про мою любовь к Степаниде Борисовой знают многие мои знакомые. Эта история тоже берет корни из фестиваля «Наурус». Степанида Борисова здесь устраивала просто супер представление на улице. Это было очень круто. Это театральное представление с элементами горлового пения. Было просто прекрасно. А ее муж Андрей Борисов, он возглавляет Национальный театр. Современное положение народа. Сахалар проживают на территории республики Саха-Якутия. Это самая большая административно-территориальная единица не в России, а в мире. Реально? Представляешь? Круто. То есть, если они условно были бы типа независимой страной, они были бы там больше Франции, Германии. Смотри, какая Франция и Германия? 8-е государство в мире, Аргентина, меньше, чем Якутия. Они были бы 7-м государством. 7-м государством были бы. Но население, мы все понимаем, меньше 1 миллиона человек на такой огромной территории. Еще интересный факт про республику. Она находится на территории, где 3 часовых пояса. Плюс 6, плюс 7, плюс 8 к Москве. В 2009 году по требованию Конституционного суда положения о суверенитете республики были полностью исключены из Конституции самой республики. А это что значит? Что, все, кончился суверенитет, как де-факто, так и де-юра. Главу республики называют Ильдархан. Вот они нашли для названия своего главы такое национальное наименование. По данным последней переписи, которая опубликована 2010 года, на территории республики проживало целых 8 тысяч татар. Да ладно. Потому что в республике добывается нефть и газ, а там, где нефть и газ, понятно, есть татары и башкиры. Пока смотрит информацию, скажу, что татары и башкиры, это у нас есть тут нефтяные университеты, так как здесь нефть добывается, люди учатся, и там просто очень много людей уезжает работать. Да, Хамао, Янао, Саха-Якутия, да. Я сейчас тут папа в Хабаровском крае работает. Вот. Мы уже говорили, что очень хорошо развит кинематограф в республике, очень хорошо развит театр, тоже один из старейших национальных театров в России.
И вообще, в принципе, вот такая медийная культура в республике очень развита. Там снимают красивые клипы, мы даже некоторые клипы здесь делали реакцию на них. Там есть большое количество блогеров, у которых большое количество подписчиков, и они делают контент на своем родном языке. Про ювелирные украшения вообще молчу, мы про это в комментариях иногда разговариваем с нашими подписчиками. Еще, помнишь, был такой проект «Танцы на ТНТ»? Угу. Там было целых 2 участника из Якутска. Была Диана, возможно, ее кто-то помнит, она была самой мелкой участницей, ее там что-то дальше не взяли, потому что что-то от 16 лет, по-моему, только можно было участвовать. И был еще такой Серго. Вот на их танцевальную школу я тоже была одно время тоже подписана. Но они делают классный, прикольный контент. Мне нравится, когда народы вот так вот о себе заявляют в медийном поле, потому что, контент правит сейчас всем, и нужно эти площадки максимально использовать, и, в принципе, у Сахалар это хорошо получается, я так считаю. Смотри, я нашла какой интересный факт. Есть такой национальный вид спорта, он с 2003 года признан как вид спорта на государственном уровне в стране. Он называется станга или якутские национальные прыжки. Смотри. Звучит круто. Вообще, есть очень большой праздник, называется он Саах. Он летом проходит. Там, соответственно, есть разные соревнования. Давай его примерно сравнивать с Сабантуем, чтобы было понятно. Есть крэш, естественно, тоже там свой местный. Вот есть 3 разных видов прыжка. Возможно, я буду неправильно произносить название, но я хочу, чтобы они прозвучали. 11 безостановочных прыжков с разбега на одной ноге с приземлением на обе. 11 безостановочных прыжков. Станга. 11 попеременных прыжков с разбега с ноги на ногу. И куабах. Выполняется 11 безостановочных прыжков одновременно, отталкиваясь 2 ногами с приземлением на обе ноги. И все эти прыжки должны заканчиваться приземлением на обе ноги. И если это правило не соблюдено, то все эти 11 прыжков вообще коту под хвост, и результаты аннулируются. Прекрасный спорт, я хочу себя в нем попробовать. Подожди, вот я оттолкнулся одной ногой, приземлился на 2, встал. Потом опять одной ногой оттолкнулся. 11 безостановочных, я так понимаю, что нужно 11 раз прыгнуть на одной ноге. Короче, видео, если будет, вставь сюда, пожалуйста. Да, хорошо. Короче, очень классный вид спорта, давайте все заниматься национальными прыжками Сахалар. Круто. Круто, кстати, поддерживать свои вот какие-то... Мне кажется, им немножечко проще поддерживать свою культуру вот в таком замкнутом пространстве, потому что они далеко. YouTube татарочки. Следующий тюркский народ с населением больше 300 тысяч – это афшары. Возможно, вы никогда не слышали о них. Я знаю такое правило сейчас по нашим подкастам, что если мы не слышали о каком-то тюркском народе, он живет, значит, в Иране. Да, именно так. Иран, Афганистан. Тюркоязычный народ. И что интересно про афшар, что это одно из древних агузских племен, а их было всего 24. И исторически афшаров некоторые относят к туркменам. Афшарский язык относится к агузской ветви тюркских языков. Некоторые считают, что афшарский язык является диалектом азербайджанского, и даже сами афшары называют свой язык азери. Вот что мы поняли, да, за это время, что все народы, живущие в Иране, тюркские, они так или иначе связаны с азербайджанцами. Интересно, Азербайджан ведет вообще какую-то работу с этими народами? Да, очень хороший вопрос, тоже очень интересно. Часть афшаров, которые живут именно в Афганистане, владеют монгольским языком. Письменность что-то среднее между персидским начертанием и латиницей. Название. Впервые афшары как народ упоминаются в письменных источниках XII века. Слово «афшар» означает «покорный», «послушный», и название племени, скорее всего, произошло от имени основателя этого племени. Он был внук Агус-хана, звали его Афшар-хан. Тут, по-моему, все логично. И некоторые историки еще переводят афшар как «проворный в работе». То есть покорный, послушный, проворный в работе. Вряд ли кто-то из наших зрителей сможет назвать какого-нибудь известного афшарца. Возможно,
известно тебе, Айнур, или нашим зрителям такое имя, как Надир Шах, правителем Ирана в одно время. Вот он представитель народа, племени Афшаров. Более того, он основатель династии Афшаридов, которые происходили из Хорасана. А хорасанские тюрки у нас были в предыдущем ролике, мы про них уже говорили. Сейчас афшары — это кочевой народ, они ведут полуоседлый образ жизни, кочуют и занимаются в основном скотоводством, раз уж они кочуют, и немного земледелием. Это та часть народа, которая уже перешла к оседлому образу жизни. Это не первый такой кочующий народ в нашей подборке, и вот мы поэтому о них не так много знаем, как и о других кочующих народах. Возможно, даже фотографию не сможем найти в интернете. YouTube татарочки. Возвращаемся в Россию. Это народ численностью больше 300 тысяч, около 350. Живут они на Северном Кавказе. Их название есть в названии одной из республик Северного Кавказа. И это... Карачаевцы. Да, именно. Это 41% от населения Карачаево-Черкесской республики. Есть представители народа в Казахстане и в Кыргызстане, потому что была депортация народа. И есть карачаевцы, которые живут на территории современной Турции и Сирии, потому что мухаджиры, они переселялись в разное время в эти страны. Я нашла очень интересный материал про карачаевцев и про их родовые села. На Кавказе же, это очень развитая тема про родовые села. И вот есть такая легенда, что народ произошел из 3 сел древних. У них вот есть у народа 3 родовых села, куда они возвращаются: Карт-Джурт, Ушкулан и Хурзук. И в народе их называют как Большой Карачай. Карачаевский язык, или, наверное, правильнее будет называть карачаево-балкарский язык. Про балкарцев мы поговорим уже в следующем выпуске, но все-таки... Даже как они 2 разных народа, но язык один у них. Да, карачаево-балкарский язык, они абсолютно друг друга понимают, но есть разница в произношении. Например, как у нас с мишарами. Они поделены, да, я думаю, про разделение мы поговорим, когда будем говорить о балкарцах, потому что, их это как будто бы больше задел, потому что балкарцев меньше по численности в их республике. Карачаево-балкарский язык, надеюсь, что мы никого не обижаем тем, что мы его называем Карачаево-балкарским. Тоже была латиница, сейчас это кириллица, государственный язык в Карачаево-Черкесии, естественно. И раз уж мы говорим, что Карачаево-балкарский, то Кабардино-Балкарской республике тоже государственный язык. Без проблем они понимают друг друга, эти 2 народа, и устно, и письменно. Единственное, есть там разница в правилах в орфографии. И в алфавите тоже немножко есть. Вот интересный факт про карачаевский язык. Он используется в фильме «Орда». Помнишь такой фильм, где Роза Хайруллина играет? Да, помню. Вот там герои разговаривают именно на этом языке. Да, я даже помню историю, что, там ученые решили, что карачаевский, ближе всего похож на язык Орды, Да, и это там, не просто так вдруг создатели фильма решили, об этом, использовать именно этот язык. Их там консультировали ученые, это действительно так. И прям за тем, чтобы актеры правильно произносили звуки, следили специальные консультанты во время съемок этого фильма. Само название, скорее всего, ведет свое начало от имени Карачай. Либо это был хан, либо это был человек Карча, который вот на той земле, где сейчас, вот я же говорила про 3 родовых села, там поставил первый дом. Есть легенды о крымско-татарском или турецком происхождении народа, но некоторые историки пишут, что это больше такая, как это называется, конъюнктура, когда... турецкие, в общем, османские завоеватели, они имели такое идеологическое давление на народы Северного Кавказа. Возможно, эта легенда появилась именно тогда. И есть такая территория, Карачай, вот в предгорье северной части Большого Кавказа, так же, как и с кумыками. Есть Кумыкская равнина, а тут вот есть такое место, как Карачай. И вот еще, что нас отсылает к этнониму, да, есть такое слово «алан». Был такой народ. Это больше Осетия, осетины, да? Да, аланцы это... Алания, как правильно говорить? Алания, да. Аланцы, правильно сказать. Да, это было большое государство ираноязычное. Вот. А в карачаевском языке... Осетины потомки. В карачаевском языке есть термин «алан».
и им называют друг друга карачаевцы. Вне зависимости от пола, от возраста, они могут друг к другу так относиться. И соседский народ, который всю жизнь жил рядом с карачаевцами, мегрелы, тоже называют их аланами. Ну и чем меньше у нас народ, тем сложнее нам называть известных представителей. Вот вроде как между Сахалар и карачаевцами не так много разницы по численности, да? Но вот Сахаларна мы смогли назвать, потому что они в медийном поле присутствуют, а карачаевцев ты сможешь назвать? Ну, у меня подруга с университета наполовину карачаевка. Ну, класс. Она Потом, известная? Да, я начал говорить людей знакомых, а не Да. известных, да. Ну, нет, никто не приходит в голову сходу. Вот. Единственное, вот кого я нашла, как мне кажется, будет важно упомянуть, это Халимат Байрамукова, поэтесса, на карачаевском языке она творила, и Магомед Батчаев, он занимал руководящие позиции в республике во время Советского Союза. В 20 веке какое было важное событие в истории народа? Ну, трагически важно. То, конечно, трагически. Ну, да уж, как всем, там, половина, про кого мы сегодня говорим, депортация. Да, была в 1944 году депортация, потом вернулись карачаевцы обратно на свои земли. В 80-х, в 90-х, опять-таки мы возвращаемся к этому подъему, да, национального движения Параду суверенитетов, карачаевцы заявляли о желании создать отдельную автономию Карачая. Все мы знаем, что ничего не получилось. Но на какой-то момент была провозглашена Карачаевская Советская Социалистическая Республика. Проблема в том, что это было в ноябре 90-го года, когда уже было... Блин, вот странно, было 90, в принципе, все могли взять суверенитет, сколько смогли. Ну, как говорил Ельцин, берите сколько сможете съесть. Да, и... Ну вот смотри, просто потом в марте 92-го года прошел референдум, и по официальным результатам большинство населения Карачаево-Черкесской Республики высказалось против. И разделение, ну, естественно, не признали, ну, отделение отдельной Карачаевской Республики, и осталось у нас Карачаево-Черкесия. YouTube татарочки. С Северного Кавказа возвращаемся обратно в холодные степи северные. И у нас следующий народ – это тавалар, тувинцы. Их около 300 тысяч. 250 из них живут на территории России, в республике одноименной. И некоторые проживают на территории Китая и Монголии. Опять-таки, надо оговориться, что тавалар, они не мусульмане, они буддисты, и некоторые исповедуют шаманизм. Тувинский язык Государственной Республики Тыва. И, что интересно, мы вот это мало про каких тюрков можем сказать, но про тувинцев однозначно, в этом я сама лично убеждалась не раз, 90% тувинцев прекрасно говорят на своем родном языке. Но среди тувинцев очень мало людей в процентном соотношении, которые получили вузовское и послевузовское образование высшее, то есть таких всего 9%. Название тувинцев как народа упоминается в летописях 581 года. Вау. Представляешь? Это далеко. Да, в летописях династии Китая причем. Их там называют по-разному. Дубо, Тубо, Тупо. Ну вот было такое древнее тюркское племя Туба, которое занимало территорию вот современной республики Тыва. Далеко ребята ходить не стали. Именно там и остались. Известные представители. Вот известных представителей республики Тыва, какая бы она малочисленная по населению ни была, но мы сможем хотя бы одного назвать. Шойгу. Именно, Сергей Кужегетович. И говоря о тувинцах, нельзя не упомянуть горловое пение. Есть несколько, причем, видов этого горлового пения. И моя самая любимая этногруппа, фольклорная группа, которая играет этномузыку, это Хонхурту. Мне посчастливилось их послушать вживую, и это просто замечательно, прекрасно и очень круто. И говоря уж о горловом пении, здесь передаю привет моему знакомому тувинцу Эресу, который прекрасно владеет горловым пением. Еще знаешь кого-нибудь известного представителя тувинцев? Короче, Тува, кстати, очень популярно стало вот в последнее время, когда там Варламов ездил, снял ролик, да, который там называется, там, типа, национализм, алкоголизм, еще что-то. Как будто бы там немножко депрессивно все. Именно так и есть. И мы переходим к разговору о современном положении тувинцев.
Они живут в государственном образовании в Республике Кстати, Тыва. у них же самая классная история, что они позже всех вошли в состав СССР. Именно про это я сейчас и хотела рассказать. Давай, рассказывай. Была монгольская революция в 11 году, вот именно оттуда я хочу начать. Была монгольская революция в 11 году, и тувинские, тогда у них были князья, они разделились во мнении. Кто-то хотел поддержать независимость, остаться независимым. Кто-то хотел войти в состав Монголии, кто-то в состав Российской империи. В итоге получилась независимая республика Тыва, которую никто не признал, кроме СССР. В 1944 году Хурал, это как Госсовет, да, Тувинской Народной Республики, приняла декларацию о вхождении республики в состав СССР и обратилась с инициативой, что вот мы хотим в состав автономной области войти уже в состав РСФСР. После войны, в принципе, они это и сделали. Вот не так давно тувинцы отмечали 75-летие вхождения в состав РСФСР, в состав современной России. Вот еще во время Великой Отечественной войны это было отдельное государство. Ну и что никем не признано. Было отдельное государство, они, помогали, естественно, Советскому Союзу. Они очень сильно внесли вклад, например, в победу в Великой Отечественной войне лошадьми. Они отправляли лошадей на фронт. Почему так долгое время они оставались независимым государством? Возможно, есть этому географические причины, поскольку тувинцев горы отделяют. Был референдум в 2001 году. Там приняли конституцию республики, и она уже не содержала упоминаний о суверенитете, хотя раньше такое упоминание было. Уравняла в правах русские тувинские языки и упразднила должность президента республики. Сделала это, когда это еще не было мейнстримом. С 2001 года в Тыве нет президента, есть глава региона, и тогда он назначался президентом России. У тувинцев очень развито скотоводство. Если у тебя есть табун овец, то ты уважаемый человек в Тыве. И некоторые до сих пор живут в таком полукочевом состоянии и кочуют за своим стадом. В 90-х появилась общественная организация «Народный фронт», «Свободная Тыва». Они призывали к выходу из состава России. Мы все знаем, что ничего с 93-го года не изменилось, и их призывы ни к чему не привели, но эти призывы спровоцировали столкновение с русскоязычным населением, и с того момента большое количество русских уехало из республики и продолжает уезжать. Там сейчас прям, русских реально наперечет. Это прям такой моно республика. Да. В том числе из-за того, что она депрессивная. Реально. Там, наверное, все знают вот этот хрестоматийный пример, когда приехал, кто там, Шойгу приезжал, или Путин, костыль, вбивал в начало железной дороги, которая до сих пор там и осталась отрезком из 2 шпал, и вообще ее теперь уже наконец-то законсервировали, и никто не будет ее строить. YouTube татарочки. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца, до этого места. Обязательно поставьте ему лайк. Оказывается, нужно ставить лайки и писать комментарии в процессе просмотра видео. Это повышает вероятность того, что это видео увидят другие люди. Поэтому обязательно это сделайте, если еще не сделали. Да, и подпишитесь, кто смотрит не подписанный. Нам осталось до 20 тысяч вообще чуть-чуть. Да, я надеюсь... Если этого уже не произошло, пока ролик не вышел, вот подпишитесь. Хороший. Да, а если произошло, то все равно подпишитесь. Мы идем уже 30 тысяч. Да, потому где 20, там и 30, где 30, там и 100. И обязательно покажите этот ролик своим друзьям-каракалпакам, своим друзьям Сахалар, своим друзьям-карачаевцам и всем своим тюркским друзьям. Пока!